Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как пьяный водитель Рено дважды врезался в иномарку и скрылся с места происшествия. Сначала с бордюра спрыгнул, ударился, потом я пытался остановиться, он опять ударился. И потом, собственно, уехал. И почему мужчина не признавал результаты теста на алкоголь? Пока ничего не показывал. Расскажем, как и за что один собутыльник воткнул нож в грудь другого. И как женщина полгода в пьяном угаре избивала своего сына. Когда мальчик пришел в школу, педагоги обнаружили у него ссадины после побоев, нанесенных матери. А также запрещенные посылки в места лишения свободы и кражи электросамоката у школьника. Полицейские выяснили, что мужчина причастен еще к 2 кражам велосипедов. Это и не только. Прямо сейчас. О водителе Рено, неадекватно ведущем себя на дороге, сообщили очевидцы в автоинспекцию минувшим вечером. Они рассказали, что автомобиль виляет из стороны в сторону, наезжает на бордюры, маневрирует без сигналов поворота и предположили, что за рулем может сидеть нетрезвый человек. К тому времени на Сибирском тракте Рено врезался в Митсубиси и скрылся с места происшествия. Водитель остановился, вызвал ГИБДД, где ему и сообщили, что предполагаемый виновник аварии задержан почти в 3 километрах от места столкновения. Чего никого не... Он уверял, что в аварии не попадал, с места ДТП не скрывался и вообще не понимает претензий автоинспекторов. При каких обстоятельствах автомобиль получил повреждения, вообще не знает. Взял машину в аренду. Тест на употребление алкоголя прошел на месте, но, по словам водителя Рено, результатов еще нет. И состояние опьянения ничем не подтверждено. Пока ничего не показывал. Ничего не показывал. Прибор алкотестер, которым пользуются автоинспекторы, результат выдает через несколько секунд после прохождения теста. У водителя Рено прибор зафиксировал больше 1,2 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ничего не показалось. В Mitsubishi Lancer он, по уверению второго участника аварии, врезался дважды. Оба раза сзади, в левую и правую часть бампера. Сначала с бордюра спрыгнул, ударился, потом я пытался остановиться, он опять ударился. И потом, собственно, уехал. Молодой человек остановился и сразу позвонил автоинспекторам. Спустя несколько минут узнал, что предполагаемый виновник аварии уже задержан в 3 километрах от места столкновения. Я там ждал. Мне позвонили сотрудники ДПС, чтобы я приехал сюда. Собственно, я вот приехал. Ущерб молодой человек оценивает 1010. Как будет взыскивать эти деньги, еще не решил. Возможно, мужчина заплатит и добровольно. Помимо этого, водителя Рено, вероятно, лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет за езду в нетрезвом виде и наложат штраф в 30 000 рублей. Иван Сарафанов, Наиль Абдуллин, Вызов 112. 26-летняя девушка попала под колеса Hyundai Solaris в самом центре Казани, практически на перекрестке улиц Пушкина и Бутлерова. По рассказам водителя, он только отъехал от остановки. Скорость была небольшая, как неожиданно для него перед машиной оказалась девушка. Очевидцы говорят, она просто гуляла по проезжей части. Появление человека на дороге мужчина не ожидал. Пешеходного перехода в этом месте нет, и до светофора было несколько десятков метров. Он сбил ее с зеркалом. Девушка упала на асфальт и ударилась головой. С ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга пострадавшую госпитализировали. Мужчину с ножевым ранением грудной клетки слева обнаружили прохожие в одном из дворов на улице Глушко. Прибывшие на место врачи скорой помощи, осмотрев пострадавшего, приняли решение о срочной госпитализации. Стражи порядка выяснили, что ранение – результат ссоры 2 собутыльников. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, который вскоре перерос в потасовку, в ходе которой один из них, 53-летний уроженец Кустанайской области, достал нож и ранил приятеля. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления пункта З, часть 2, статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание малолетнего» в отношении 32-летней жительницы Высокогорского района. Следователи установили, что больше чем полгода, с сентября 2021 по апрель нынешнего, она в состоянии алкогольного опьянения систематически и беспричинно избивала и нецензурно оскорбляла своего 9-летнего сына. После очередного случая мальчик рассказал учителям в школе, что ссадины получил во время игры с собакой. Но во время дальнейшего общения с бабушкой мальчика выяснилось, что травмы – это следствие насилия со стороны матери.
Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям истязания малолетнего, а также неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастность к совершению преступления она признала. На данный момент мальчик помещен в специализированное учреждение. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Запрещенный в местах лишения свободы груз обнаружили сотрудники следственного изолятора номер 4 в Мензелинске. При досмотре посылки, предназначенной для одной из арестованных женщин, в кармане джинсов оперативники обнаружили вещество синего цвета, завернутое в бумагу. 2 таблетки синего цвета были отправлены на экспертизу, в результате которой было установлено, что вещество общим весом 0,76 грамма является наркотическим средством МДМА. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. А в исправительную колонию номер 10 в Менделеевске осужденные пытались ухищренным способом передать мобильный телефон. Средства связи спрятали в баллоне со средством для бритья. Посылка с истинным грузом до адресата не дошла. Запрещенный предмет выявили при досмотре передаваемых предметов. УФСИН России по Республике Татарстан напоминает, что граждане будут нести ответственность за попытку пронести в учреждение запрещенные предметы. По всем случаям изъятия запрещенных предметов на гражданских лиц составляются акты о нарушениях, которые направляются в соответствующие органы. 37-летний директор частного охранного предприятия полностью признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. Как установили следователи, мужчина заключил госконтракты по круглосуточной охране защитной дамбы Старо-Татышевской сельхознизины. На протяжении 2 лет он вносил в акты выполненных работ недостоверные сведения о количестве привлекаемых охранников, которых в действительности было меньше, чем предусмотрено техническим заданием. В результате охранному предприятию были незаконно перечислены больше 6,5 миллионов рублей. При этом причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным исключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке. Приехал в школу на электросамокате, как обычно, оставил его на велопарковке, пристегнул тросом. А после уроков не нашел своего транспортного средства там, где его оставлял. Расстроенный школьник пошел домой пешком, сообщил о краже бабушки, и уже она обратилась в полицию. А стражи порядка выяснили, что похититель самоката причастен еще к нескольким аналогичным кражам. Сам момент кражи детского транспортного средства был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Она как раз направлена на велопарковку. Мужчина не спешил, он спокойно срезал трос с велозамком. Много времени это у него не заняло. Разобрался, как работает самокат, а потом спокойно на нем уехал. Материальный ущерб был оценен в 17 тысяч рублей. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Личность подозреваемого установили в тот же день. Им оказался 42-летний мужчина. Его задержали по горячим следам. Своей вины отрицать не стал и сознался в краже электросамоката. Полицейские выяснили, что мужчина причастен еще к 2 кражам велосипедов, которые были припаркованы возле входа на станцию метро «Авиастроительный» по улице Белинского. В настоящее время с участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий. Стражи порядка проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений. А владельцам велосипедов и самокатов полицейские рекомендуют не оставлять их без присмотра, парковать только на специальных велопарковках под камерами наблюдения, обязательно использовать велозамки и сделать свое транспортное средство уникальным с помощью декора, украшений или расставить заметные метки. Чем заметнее велосипед или самокат, тем проще их потом найти. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.